реальность, которая скрывается от таджиков. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая угроза совсем рядом. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Корреспондент американского издания побывал в Паншере и в своей статье рассказал о реалиях, которые скрывают талибы. Паншер – провинция в нескольких часах езды от Кабула, единственный регион, который вот уже почти 10 месяцев противостоит талибам. Американское издание Washington Post сообщает, что несмотря на присутствие тысячи боевиков Талибана, лидеры группировки отрицают всякие конфликты в Паншере и пытаются сохранить в тайне столкновения. Но издание со ссылкой на жителей провинции Паншер пишет, что каждый день талибы подвергаются нападениям и столкновения продолжаются. Один из корреспондентов газеты, недавно побывавший в Паншере, в своем репортаже отмечает, что если талибы сталкиваются с сообщениями о войне, они ограничиваются публикацией опровержений или сообщениями о недостоверности этой информации. По словам главы отдела информации и культур движения Талибан в Паншере Насруллоха Маликзода, здесь все в порядке и вообще нет никакой войны. Однако в интервью газете он признался, что в провинции дислоцированы тысячи боевиков Талибана, в том числе некоторые из самых сильных подразделений группировки. Washington Post также сообщает, что их силы можно увидеть повсюду в Паншерской долине. Газета пишет, что лидеры талибов ограничили доступ в Паншер и не разрешают публикации в СМИ сообщений о столкновениях в провинции. Гулзор, 62-летний владелец торгового ларька, рассказал корреспонденту издания, что никто не знает, что здесь происходит, и никому не разрешено сюда приезжать, и выразил удивление, как тот сюда попал. К слову, во время выдачи разрешения корреспонденту на посещение Паншера его попросили написать о безопасности и стабильности в этом регионе. Между тем, газета со слов жителей региона сообщает, что атаковать опорные пункты талибов – дело несложное. Жители в условиях анонимности заявили изданию, что талибы в ходе массовых задержаний гражданских лиц заключили их в тюрьмы. Как вы относитесь к происходящему совсем рядом? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. С появлением этого материала в издании ключевой миф талибов столкнулся с серьезным вызовом. Миф, в котором талибы заявляют, что они принесли мир афганскому народу и их бойцы способны обеспечить безопасность. После захвата власти в Кабуле в сентябре прошлого года талибы заявили о своем полном контроле над Паншером, но представители Национального фронта сопротивления говорят, что они никогда не сдавались и будут продолжать сражаться. Один из командиров отряда сопротивления численностью в 100 человек в Паншере сообщил корреспонденту, что они в основном пользуются оружием, которое переправляется в Афганистан через границы некоторых стран Центральной Азии, а боеприпасов и тяжелого вооружения, в частности гранатометов, не хватает. Этот командир, не пожелавший назвать свое имя из соображений безопасности, отметил, что нас поддерживают несколько стран, но нам нужна дополнительная поддержка. Между тем, человек по имени Тавхид, один из местных высокопоставленных лиц, сказал, что нападения стали более жестокими, а потери с обеих сторон увеличились. По его словам, он был свидетелем того, как боевики Талибана после нападения на них начали убивать и устраивать полевые суды. Он добавил, что слышал о таких случаях по всему Паншеру. Торговец рынка в деревне Дара в Паншере Фарамарс сообщил журналисту, что недавно талибы на несколько дней выставили на всеобщее обозрение тело одного из убитого. Боевики хотели, чтобы все увидели это тело, сказал он. По его словам, талибы не разрешили мужчинам перенести тело мужчины для захоронения, что в итоге вынудило женщин отнести тело на кладбище. Несмотря на то, что талибы отвергают вооруженные стычки в Паншере, издание Washington Post сообщает, что Додмухаммад Бутар, бывший командующий группы спецназа армии талибов в Лагмане, теперь является одним из главных руководителей спецподразделений группировки в Паншере. Однако изданию он высказался следующим образом. Здесь ситуация абсолютно спокойная. Занимаемся патрулированием территории, но никаких операций мы не совершали. Мы здесь в основном для того, чтобы заниматься уголовными делами. По данным корреспондента газеты, во время беседы с командиром талибов он видел колонну бронетехники группировки, которая вечером въезжала и выезжала из резиденции Додмухаммада Бутара. А как вы думаете, что на самом деле там происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.